сделано в формате поп-ап. Самое трудное и самое увлекательное — это создавать механизмы, потому что это надо самому все придумать, как это все будет открываться. Например, вот здесь очень долго все надо продумывать. Эта работа требует усидчивости и логики. Мы целых 2 недели одну книгу такую делали. Это надо быть очень творческим человеком, чтобы все это придумать. Так что, думаю, наверное, возможно, каждый, потому что в мастер-классе, который я проводил в библиотеке имени Аркадия Гайдара, дети смогли. Мы подготовили им вот такие лекала. Там, если много движений будет, то это очень будет долго делать книгу. А если слишком мало, то слишком мало страниц будет. Так что надо выбирать те сказки или истории, где будет средние персонажей и движений. Пока 2 книги собираюсь 3-ю делать по Звездным войнам. Первая книга Гарри Поттер. Вон тут открывается. Потом тут открывается, и тут письмо для Гарри Поттера в Хогвартс. Карта мародеров. Тут письмо под форму 9 3/4. Тут вот так шляпа поднимается, и закрывается. Тут факультеты, шляпа выбирать. Тут карта мародеров в области Хогвартса тут показывает. Потом тут мандрагора, такое растение, которое очень громко кричит. И потом тут механизм есть уже Добби, который щелкает своей магией вот так. Потом тут уйдет у нас вот такое зеркало с помощью. Тут Василиск, это огромный змей, который жил в тайной комнате. У него открывается рот. Потом идет игра Квиддич, это у них вместо футбола. Тут открывается ящик, и тут 3 мяча для игры. А тут Гарри, который ловит снич. Вот. А вторая книга — это по моим любимым сказкам, как девочки спасались от Абасы. А тут она немного побольше, тут монстр выглядывает. А вон тут это, небольшая предыстория всей этой истории. Вот тут 2 сестры находят камень, который потом превращается в каменного мальчика. Вот. И тут двигается ведро с ягодами. Потом этот мальчик оказывается страшным монстром. Вот так. И тут он готовит рыбу, чтобы откормить сестер, а потом их съесть. Сестры об этом узнают и убегают от него, а он пытается их догнать. Вот тут тоже механизм есть, как они убегают. И они бросают ему иголку. И этот магический предмет, из-за него вырастает огромный лес. Но Абаса все равно прорывается через него. Потом они дальше убегают от него и бросают золотой наперсток. И этот наперсток превращается в огромную скалу, через которую Абаса тоже проходит. А потом по дороге они встречают речку, а на другом береге бабушка Таласа, и они просят, чтобы она выдвинула свои длинные ноги, чтобы они перешли как мост. Потом Абаса приходит на мост, и она убирает ноги, и он провалится, а так как он каменный, он тонет. Я увлекаюсь Гарри Поттером, поэтому я сейчас вам покажу свой прошлогодний проект на тему Гарри Поттера. Эта игра похожа на Монополию, только о Гарри Поттере. Тут могут играть 3 игрока, и даже больше. Есть монстры, которых я люблю из полимерной глины, по углам тут. И есть карточки. Каждая группа карточек означает что-то одно. Желтые карточки — это символ Слизерина. И поэтому, когда мы на старте, мы смешиваем все карточки и берем наугад любую. И если у меня тут, например, Феникс, это птица такая волшебная, то плюс 1 шаг. И мы фигуркой, например, 1 шаг делаем в Черное озеро. Есть также синие карточки. Тут у нас плохие персонажи и плохие предметы. Если, например, мы выберем пушок, то у нас тут минус 2 шага, и мы обратно уходим. Если же у нас попадается трансгрессия, например, вот мы выбрали трансгрессия Квиддич поле, то это как портал что-то, типа того, и мы оказываемся на квиддичном поле. Также есть красные карточки. Если мы такую карточку возьмем, это крестражи Волан-де-Морта, то мы должны положить карточку в центр поля. Если все соберем, то мы тоже выиграем. Также второй способ выиграть — это дойти до финиша. Тут необычное оформление
правила игры в качестве карты мародеров. Вот цель игры, набор правила игры.